Ассаламу алейкум и сянмесес и всем мира, с вами Ринат Хабибуллин и Татары сквозь время. Мы продолжаем наш экскурс по государствам, которые образовались в результате развала Золотой Орды. Сегодня речь пойдет о Крымском ханстве, в общем, вперед, или, как бы сказали крымские татары, Алдга. Традиционным является точка зрения о возникновении Крымского ханства в начале 1440-х годов при хане Хаджи-Гирее. Но начало обособления Крымского вилаята надо отнести к более раннему времени, может быть, к годам 1410-м. Вообще, к началу 15 века крымский юрт уже сильно обособился от Золотой Орды и заметно усилился. В состав его входила, помимо степного и предгорного Крыма, часть горного полуострова, обширные степи Северного Причерноморья. После смерти Едыгея в 1420 году Орда фактически утратила контроль над Крымом. Хаджи-Гирей I, человек, с именем которого связывают отправную точку Крымского ханства как самостоятельного государства по праву отчизны, претендовал на Крым вначале, видимо, как на часть Золотой Орды, а уже затем как на самостоятельное владение. В результате борьбы за ханский престол именно он и вышел победителем. В 1427 году он объявил себя властителем Крымского ханства. На какое-то время в 1433-34 годах был вытеснен другим претендентом Сейд-Ахмедом, пока в 1441 году не избран ханом окончательно и не возведен на престол. Хаджи-Гирей I стал ханом независимого Крыма и основателем династии Гиреев, которой суждено было править на этой территории еще не одну сотню лет. В крымском государстве, как и в других постзолотоордынских этнополитических объединениях, существовала клановая система. Основных кланов в Крымском ханстве было 4 – ширины, барыны, арганы и кыпчаки. В начале 15 века к ним добавились мангыты. О мангытах и мангытском июрте на Гайской Орде смотрите наш 14 выпуск. Скорее всего, каждый из указанных правящих племен образовал в Крымском ханстве самостоятельное княжество со своими укрепленными центрами. Город Старый Крым, например, был центром владения ширинов, а крепость Кыркьер принадлежала клану Кыпчак. Ширины в этой своеобразной клановой конфедерации являлись беклеребеками. Первоначальным названием крымского юрта был Крымский Тумен. Кырын-Тумени. По отношению к этому государству применялись и другие наименования. Например, Великий Улус, Улук-Улус или Великая Орда, Улук-Орда. Последнее связано с разгромом в 1502 году Большой Орды и присоединением основной части ее улусов к Крымскому ханству. В русскоязычных документах это государство обозначалось как Орда Крымская, просто Крым или Перекопская Орда. Крымское ханство было многоэтническим государством. Кроме татар в его состав входили черкесы, а также ряд меньшинств, не исповедующих ислам, например, армяне, грузины, греки и караимы-индуисты. Позднее к этому перечню следует добавить еще и цыган. Данные малочисленные этнические группы практически не говорили на татарском языке. Общая численность населения Крымского ханства не установлена, но о татарской ее части можно сказать, что крымские войска насчитывали от 15 до 100 тысяч человек и в среднем составляли 50 тысяч. Наибольшее число воинов ханства, зафиксированное источниками, это 250 тысяч человек. Однако такое войско Крымское ханство могло выставить лишь после победы над Большой Ордой. Таким образом, имея в виду, что в больших походах участвовали все мужчины старше 15 лет, численность крымских татар до начала 15 века можно оценить около 300 тысяч человек. После победы над Большой Ордой эта численность временно могла достигать 500 или 600 тысяч. Экономические основы крымского июрта с самого начала не были однородными. Ко времени возникновения ханства тут существовали хозяйственные традиции земледельческой культуры и кочевничества. Земледельческое хозяйство преобладало на юге Крыма и в районе Керчи. В других районах полуострова и за его пределами длительное время сохранялось скотоводство кочевой формы. Со временем оседлый образ жизни начал преобладать над кочевым, и зачастую это был не естественный процесс перехода от одной хозяйственной традиции к другой, а политическое требование ханов. В частности, в середине 16 века крымский хан Сагиб-Гирей отдал приказ поломать арбы и отвел землю для домов и деревень. Земля была собственностью государства, но по факту принадлежала клановым объединениям. Было, конечно, и собственное владение хана.
Правящему клану Гиреев принадлежала в частности солевая монополия. Важным источником финансового благополучия ханского двора и знати были выплаты. Выход, получаемый крымским ханом из Московской Руси, Польши и придунайских княжеств. Немалая часть в казну государства приходила и от внутренних налогов: десятины, налога на дым, 1/20 части скота и ряда других повинностей, которые указаны в документах, но смысл их не всегда ясен. Как везде, одним из основных источников дохода была работорговля. Товаром здесь служили военнопленные, захваченные в результате многочисленных походов на русские, польские и украинские земли, а также на Кавказ. Что же касается ремесла в Крыму, то сведений об этом не так уж и много. Известно о том, что здесь ткали ковры, обрабатывали кожу и камень. Первый официальный хан крымского государства Хаджи Гирей I своей личной энергией и опытностью определил и установил путь, которым можно было достигнуть утверждения основанного им нового татарского царства под властью его рода. Победы его над ханом Большой Орды в 1465 году сообщили его подданным и приверженцам крымцам уверенность в своих силах отстаивать свою независимость с этой страны. Смерть настигла Хаджи Гирея I в 1466, между сыновьями которого сразу же разгорелся спор о правопреемственности. Нурдавлет, верный политике отца, хотел поддерживать дружескую связь с Польшей и с этой целью отправлял туда посольство. Менглик Гирей же нашел свою опору в местном национальном элементе и отчасти у генуэзских колонистов города Кафы. Есть сведения от польских источников о том, что уже в 1469 году Нурдавлет был изгнан и на его место посажен Менглик Гирей при участии и содействии кафинцев. Перипетии с главенством сыновей Хаджи Гирея длились вплоть до 1478 года, а годом ранее династия и вовсе была отстранена от правления в Крыму. Результатом междоусобиц стало царствование именно Менглик Гирея вплоть до 1515 года. Вернуться к власти в Крымском ханстве Менглик Гирею помог османский султан. После этого Крымское ханство стало восприниматься не иначе, как вассалом Османской империи, что, конечно же, не устраивало Большую Орду. В то же время важно отметить, что верховенство османов не означало полной потери самостоятельности гиреев. Зачастую крымские ханы действовали достаточно независимо, особенно в конце 15 и начала 16 века. А пока что в конце 15 века в Большой Орде по-прежнему зрели идеи воссоединения всех земель Золотой Орды под единое начало. Однако, как мы знаем, этим планам не суждено было сбыться. В 1502 году Большая Орда терпит болезненное поражение, а крымский хан-победитель именует себя ни много ни мало как великий хан Великой Орды и Крымского престола и степей Кыпчака. После этого Большая Орда, скорее всего, перестала существовать, растворившись в Крымском ханстве и частично трансформировавшись в Астраханское ханство. Не исключено, что некоторые улусы продолжали существовать как некое целое под верховенством династии Гиреев. Начало 16 века характеризовалось отсутствием между татарскими ханствами добрососедских отношений. Каждый из ханов имел достаточные амбиции претендовать на главенство над татарами. И в этой связи возникали постоянные военные конфликты. Московское княжество к тому времени уже успело укрепиться и вести свою собственную игру на постордынской арене. Менглик Гирею важно было завладеть Астраханским ханством. В этом случае большая часть Золотой Орды была бы под его контролем. В этом начинании он просил поддержку у Москвы, но царь Василий Иванович не спешил поддерживать крымского хана. И Менглик Гирею взять Хаджи-Тархан тогда не удалось. Следующий хан Мехмед Гирей или Мухаммад Гирей также искал способа завладеть Хаджи-Тарханом. Его также раздражало нежелание русских допустить власть Гиреев в Астрахани. Мухаммад Гирей в 1523 году все-таки установил свою власть над Хаджи-Тарханом, однако же только на короткое время. Во главе Хаджи-Тархана он поставил своего сына Бахадыра, однако хан с частью своих сыновей стал жертвой заговора ногайских мурс. Овладение Хаджи-Тарханом было частью масштабного плана Мухаммад Гирея. В зону его влияния попало и Казанское ханство, где в 1521 году он сделал казанским ханом Сахиб Гирея, выгнав оттуда московского ставленника.
Возведение Бахадыр-Гирея на престол Хаджи-Тархана должно было реанимировать Улуг-Улус. И только коварное нападение ногайских мирз помешало Ахмед-Гирею воспользоваться плодами этих побед. В Европе с напряжением воспринимали возможные последствия возврата к жизни Великой Орды. Воссоединение Улуг-Улуса сделало бы Крымское ханство той силой, которая бы превосходила в силах и русских, и литовцев с поляками. Королевский советник Томицкий, говоря о походе Махмед-Гирея на Хаджи-Тархан, высказал пожелание, чтобы хан из него не вернулся. Итогом деятельности Мехмед-Гирея стало то, что он объединил под единой властью Крым, Казань и Хаджи-Тархан, а также планировал подчинить Хорезм, Сибирь и Дашты-Кыпчак. Однако Крымское ханство хоть и представляло собой грозную силу, но так и не смогло установить окончательный контроль над постордынскими землями. Астрахань, где часто менялись ханы, поддерживала Ногайская Орда, а Москва по-прежнему не слишком-то усердствовала в помощи Крыму. Итогом всех внутритатарских перипетий на территории бывшей Золотой Орды стало падение Казани, Астраханского ханства и продвижение русских войск на татарские владения в Сибири. Друзья, в следующем выпуске мы продолжим разговор о Крыме и его политике после падения Астраханского и Казанского ханства. Обязательно напишите в комментариях, чей Крым, оставьте номер телефона и домашний адрес, и с вами обязательно свяжутся. Давай заново. Друзья, в следующей передаче мы продолжим наш разговор о Крыме, в частности, о его политике после падения Астраханского и Казанского ханств. Обязательно напишите что-нибудь в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующую пятницу. Ассаламу алейкум, сау булахас и до новых встреч. Пока!